Добрый день, уважаемые подписчики! Мы сегодня на моем канале, Андрей Данилов, политолог. Мы в студии Красного Коннекта с его автором, незабвенным, так сказать, корреспондентом, ведущим и вдохновителем, моим хорошим товарищем Вячеславом Сергеевичем Макаровым, народным депутатом республики. Захвалил, как говорится. Вячеслав, расскажи, пожалуйста, вот недавно у тебя было так много интересных акций, связанных с тем, что вы проводили конкурсы здесь, в городе Якутске, в Москве, разносили подарки, крылья добра, там вот это вот все, земля талантов, прочее. То есть ты как первый секретарь комсомола еще к тому же вот, организовываешь все это. И как вообще все это прошло, и коротко расскажи, поделись впечатлениями, что ты видел, что там. Ну, несмотря даже на пандемию, уже второй год проходит у нас пандемия, организационные работы ограничены, конечно, доступы в учебные заведения, в проведении культурных мероприятий у нас ограничен, но все равно комсомол в этом году поработал очень хорошо, сами комсомольцы организационно подошли беспрецедентно. С начала года мы начали праздновать и столетие комсомола Якутии. Это крупные мероприятия. Наверное, впервые за 30 лет именно комсомол Якутии вошел в план правительства Республики Саха-Якутия со своими мероприятиями. Это были одни из первых. Это прошла большая выставка, посвященная столетию комсомола Якутии в историческом парке «История моя Россия». Там мы показали в полотнах историю комсомола и даже зарождение коммунистического движения молодежного республики, начиная с 1915 года по 1992 год. С 1992 года у нас действует множество молодежных организаций. Один из самых крупных — это вот и молодежный парламент, это ППО СВФУ, это у нас строительные отряды. Комсомол, конечно, Якутии. Мы смогли организовать выставку, пригласить все самые крупные наши молодежные организации, которые интерактивно представили весь материал. И эта выставка была представлена в течение месяца. Каждый наш гражданин мог посетить ее, посмотреть и исторически окунуться и в историю молодежи и прошлых лет, и действия современных. Ну и, конечно же, вот проведение ряда комсомольских мероприятий, это и онлайн-конкурсов, мы завершили это большим концертом. Тоже с большим трудом нам удалось его провести все-таки. Собрали полный зал в ДК Кулаковского, провели замечательный концерт с хорошим докладом. Я лично докладывал о работе именно современного молодежной организации, это комсомола Якутии. Выступали детские коллективы множество, что примечательно. Основной состав всех коллективов, которые выступал на этом мероприятии, это были дети или молодежь. Очень хорошо показали. Ну и в рамках тех мероприятий, которые мы проводим, четвертый год комсомол Якутии является куратором по Дальневосточному федеральному округу всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». В конкурсе участвует у нас вся страна. Конечно, не все регионы участвуют в заключительном концерте, но наша республика ежегодно показывает очень хорошие результаты. У нас активная молодежь, активные дети, которые уже проходит четвертый год, поучаствовало 1500 детей. Перебью, вот скажи, пожалуйста, а возрастной состав там какой? Маленькие, взрослые? В этом конкурсе участвуют дети и молодежь, это от 7 до 17 лет, в 3 возрастных категориях, в 3 номинациях. Это вокал, хореография, литературное творчество. Вот в таких рамках ежегодно участвует. У нас, что хорошо, этот конкурс полностью бесплатный. Даже наши победители, это, когда получают подарки, мы стараемся не вручить что-то богатое или что-то пафосное, мы стараемся те суммы, спонсорские средства, которые привлекаем, закупить подарки всем. Каждому вручить грамоту участника всероссийского конкурса, каждому хотя бы памятный подарок, что он участвовал в конкурсе. Конкурс всегда патриотический, это и
советская классика и приурочена тем или иным датам и столетия Всесоюзного комсомольской организации. В следующем году, что примечательно, у нас и в республике, и в Российской Федерации мы будем праздновать и столетие СССР, столетие пионерской организации, столетие СССР. И в рамках именно вот этих мероприятий, этих юбилейных дат будет проведен следующий этап отборочных туров Всероссийского конкурса «Земля талантов». Конкурс бесплатный, и дети-победители, которые побеждают у нас в республике, весь материал передается в Организационный комитет Центральный, в город Москву, где они рассматриваются и приглашаются на федеральные отборочные туры. За 4 года в федеральных именно отборочных турах у нас поучаствовало около 100 детей. 32 из них побывали в городе Москве в президентском отдыха Снегири. Также детям проезд и сопровождающим родителям оплачивается. Дети в течение 5 дней на федеральных отборочных турах участвуют в конкурсах, в тематических занятиях, в мероприятиях на сплочение. Что, конечно... Вот, извини, еще перебью. Вот опять. Сколько там, например, участвует детей из рядов пионерии, опять же, и комсомола? Ежегодно по регионам я замечаю, и в нашей непосредственно в республике обязательно принимают участие или пионерские организации, или комсомольские организации. Наши комсомольцы, наверное, одни из первых, это вот первый в «Земле талант» 4 год назад, воспитанник нашей высшей школы искусств Иван тоже занимал первые места в классической именно музыке. Наша пионерская организация вот, в среднеобразовательной школе номер 26 ежегодно участвует и занимает тоже призовые места. Средняя образовательная школа номер 2, где у нас есть и октябрята, и пионеры, и комсомол, тоже ежегодно участвует, также во всех мероприятиях. Ну, не проходит ни одно мероприятие, чтобы у нас не участвовали и пионеры, и комсомольцы, конечно же. А республика тоже подключается. В этом году, например, участвовало 13 районов. 13 районов дети, это 398, это почти половина района. 398 детей, коллектив, это 96 коллективов приняли участие в республиканском. 4 коллектива съездили в этот раз в город Москву. И в этом, ввиду того, что в этом году жюри Центрального комитета, рассмотрев все выступления, приняло решение, что первые и вторые места лауреатов не будет присуждаться. Ввиду чего? Ввиду того, что были очень сильные коллективы, очень яркие дети, решили, что дадут гран-при и остальным всем участникам лауреатов всероссийского конкурса. Из 200 детей гран-при взяло 10 коллективов, и один из этих гран-при взял наш Матвеев Артем, который живет у нас в поселке Жатай. Очень хорошо показал, участвовал и вручал подарки Геннадий Андреевич Зюганов. Он отметил, что республики очень хорошие читцы. Он помнит еще первые наши выступления. Девочка с Покровска поразила всех своим выступлением и участвовала и в гала-концерте, и заняла лауреата 2-й степени. На федеральных отборочных турах тоже дети очень хорошо поучаствовали. В этом году нас отметили единственный со всей страны. Это в отборочных турах принимали не вся Российская Федерация, а отобрали только 22 региона для участия в федеральных отборочных турах как лучших. И в этом конкурсе принимали городской коллектив вокальный, девочки, которые сами играли на инструментах. Единственная та группа, которая не просто пела, а играла и на фортепиано, и на гитаре, сами исполняли музыку, не под фонограмму. Республика очень хорошо показала себя, наверное, и по дисциплинированности, и по выступлениям. Занимали даже внутренние конкурсы, которые хорошо показывали это и квесты, и везде занимали 2-е, 3-е места, как самые активные
участие в тренингах, участие... Не, ну понятно, это очень хорошо, что хорошо показывается. Вот опять перебил тебя, извини. Вот скажи мне, какие сложности у тебя возникают? Вот ты вроде бы такой боевой, так сказать, военнослужащий, и ты вдруг занялся детьми, молодежной политикой. Откуда, как у тебя вот это вот все раскрылось, скажи мне? И что тебя вдохновило заняться такой воспитательной деятельностью прям серьезно? И вообще, какую поддержку и помощь оказывают тебе там партия, может быть, республиканские власти? Как это вообще происходит, скажем так, с технической стороны? И как ты вообще к этому решил прийти? Ну, комсомольцы, наверное, с самого зарождения своего всегда курировали все молодежные и детские мероприятия, и в те времена и пионерию, октябрята, и из октябрят в пионеры в комсомол вступали. И сейчас эта традиция сохранена. Мы, комсомольцы Якутии, обязательно проводят мероприятия с детьми, принимают и проводят мероприятия, как прием в пионеры. Все участвуют во всех пионерских мероприятиях, проводят пионерские детские лагеря, участвуют и как вожатые в наших лагерях детских, курируют детские дома. 2 детских дома мы являемся кураторами, ежегодно они также принимают участие в наших детских мероприятиях. Вот сейчас готовимся вручить новогодние подарки детскому дому Максоголовка, нашей коррекционной школы, детскому интернату города Якутска. Там же у нас также есть пионеры. Ну, наверное, те молодежные мероприятия, которые мы проводим, и все, что связанное с ним, втягивает, да и всегда, ну, молодежь и воспитание детей, как считалось у нас и в партии, в комсомольской организации, что это наше будущее, наверное, и как молодежь мы всегда подключаемся вот, к этому. Партия, в свою очередь, всегда поддерживает в любых начинаниях. Наверное, один из крупных, особенно вот ввиду пандемийных мероприятий, мы 2-й год подряд проводим «Дорогу и добра». Ежегодно в рамках всероссийского того же конкурса «Земли талантов» Центральный комитет нам помогает детям, инвалидам, детям с малоимущих семей, детям из многодетных семей мы проводим благотворительную акцию и вручаем подарки. Подарки входят это и в гуманитарная помощь. Гуманитарная помощь это и порошок, и мыло, и шампунь, и паста, и сладкие подарки, и сахар, мука. Ну, все очень богатая богатая гуманитарная помощь, которая вручается детям. Новогодние подарки ежегодно обязательно мы подключаемся. В этом году вручим буквально на днях 250 подарков детям. Это вот как раз и наши и пионеры, и дети с малоимущих семей. Лично из комсомольцы, у кого есть транспорт, берут подарочки и развозят по домам, по квартирам, поздравляют детей. Детям очень приятно встречаться с молодежью, разговаривать просто по-домашнему, по-доброму. Рады подаркам? Ну, конечно, все рады. Но самое главное, дети рады, что их замечают. Потому что даже проводя простую пионерскую линейку, когда маленький пионер или октябренок стоят и смотрят с ними старшие товарищи, и комсомольцы, а есть и высшее руководство, например, это и партийное, и наш Виктор Николаевич, это зампредседатель, он рядом, как тот же комсомолец, как пионер, проводит это мероприятие, и все вместе. Возрастные критерии стираются, и все мы друзья, добрая семья. То есть тебя на все это партия вдохновляет? Ну, и партии, и, конечно, свои убеждения. Меня, наверное, вдохновила бабушка моя в детстве, когда, наверное, первые такие мероприятия, это красочно, раньше у нас проходили все торжества, и 1 мая, и 7 ноября, и каждый раз мы выходили на митинг, на шествие большое вокруг города, я нес небольшой флажок красненький, а мне хотелось, раньше несли 15 республик,
А как-то было 16 даже у нас, а потом 15 республик, большие знамена, и мне хотелось пронести этот знамя большое какое-нибудь. Ну еще пронесем. Ну я пронес, все-таки успел, там бабушка держала, мы пронесли. И даже тот значок, который вручали Ленину, а я только побывал в те времена октябренком, пионером уже накупил кучу галстуков, но не удалось, так и не повязали в 3 классе, как раз это все распустили, когда я учился. Ну, я так был год, что дедушка Ленин был около сердца. Не, ну это прекрасно на самом деле. Наверное, еще бабушка, она была тоже комсомольский работник, комсорг в свое время. Тоже, наверное, с тех времен. Потомственный коммунист. Ну, это хорошо, на самом деле. Ну, и коротко, наверное, будем завершать наш небольшой подкаст, такую беседу. На следующий год, 100-летие Я СССР, 100-летие СССР. Прям, наверное, уже планов-то громадье, да? И будем надеяться, кстати, что пандемия кончится, наконец-то. Привейтесь все. Ну, конечно... Планов крыши выше, и уже не знаешь, за что хвататься. Обязательно это мы сейчас вот с первых дней после новогодних праздников создаем организационный комитет по празднованию 100-летия пионерской организации. Наши это вот у нас в 11 районах есть пионерская организация, это около 1200 детей. Они все присоединятся к своему организационному комитету, подготовим крупные и концертные мероприятия, и празднования, и конкурсы, проведем и тематические занятия, обязательно создадим план. 100-летие Я СССР – это тоже большой праздник, который всегда подключается не только партийные органы и старшие товарищи, всегда, начиная с даже самого маленького октябренка, подключаются пионеры, комсомольцы к проведению этих мероприятий, к выступлениям, и концертным, и к докладам. И обязательно наши пионер-вожатые, которые есть в школах, у нас это и даже наши комсомолки есть, которые руководят октябрятами и пионерами, они работают с детьми, и дети рассказывают с исторической точки зрения уже, вот, например, пионеры-герои постоянно проводят уроки. Вот такие патриотические мероприятия обязательно ведутся повсеместно. Спасибо, Вячеслав, за нашу беседу. Отлично рассказала. Да? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, колокольчики. Оставляйте обязательно комменты. Это всех раздражает. Да, вступайте в наш комсомол, в нашу пионерскую организацию. Приходите. Мы всегда нас можно найти на страницах и Facebook, ВК, Комсомол, Инстаграм и вот телеканал «Красная линия». Везде есть номера, можно с нами связаться. Да, с удовольствием. Да, ссылочки в описании. Надеюсь, помещу, не забуду. А так, все, спасибо.